взял сервер. Просто нужен для этого мощный сервер, чтобы он тянул. Ты ее забрендил, да, по-своему? Да. Очень аккуратненько. Так. Ребята, тут трансляция уже началась. Оказывается, у нас в интернете автоматический запуск трансляции. Сейчас люди пока видят картинку, если что. Не слышат звук. Да, ну, точнее, слышат звук, что мы сейчас обсуждаем, но они видят картинку превьюшки. Так, сейчас что я сделаю? Подождать нужно будет нескольким людям. 10 человек нас смотрят, надо будет подождать всем. Сейчас мы подготовим все и будем постепенно начинать. Всем, кто подключается или подключился, ассаламу алейкум, мы сейчас скоро начнем. Сейчас я быстренько все подготовлю, чтобы было. Надо что-нибудь, чтобы чья-нибудь голова заслонила всякие надписи. От. Отличные надписи, я не понимаю. По-моему, прекрасно. Ты видишь, что это надгробие? Это эпитафия Всё. вообще, да? Да? Ну, нет, это эпитафия надгробие. Так, теперь люди видят вас, надеюсь. Сейчас проверим. Напишите в чате, вы видите, ребят. Да, вроде видит. Кстати, Берт, если не сложно, можете ли Ибрагим репостнуть анонс, чтобы... Ну, то есть репостнуть так, чтобы уведомило Чтобы все всех. зашли. Всех вот прям уведомило. Запинить это. Берт, могут я не знаю, как я. Или я запутаюсь. Да, сейчас. Ты же бэкэнд-разработчик. Извините меня. Это фронтендовские штуки. Я не знаю, куда туда тыкать. Так, что тут происходит? Вроде бы сейчас люди подтягиваются. Думаю, минуту-две и мы начинаем, да? В общем, даже можем сейчас, наверное, начинать, потому что все в целом готово. Я коротко вступительную часть скажу. Наверное, дальше передам слова Берду и потом остальным уже тоже. Всем еще раз ассаламу алейкум. Сегодня у нас будет трансляция про код будущего. Будем обсуждать, что за проект, как он появился, какие были успехи и все прочее. Также у нас сегодня на встрече Адам Бадиев, директор, можно сказать, основатель кода будущего ингушского. Дальше Аушев Ибрагим, программист, один из участников, скажем так, кода будущего в одном из проектов. Берт Азиев, дизайнер, организатор сообщества интернет. И Руслан Долгиев, насколько я помню, бухгалтер же, да? Зам руководителя. Ага. Я никогда не отвяжусь от этого бухгалтера. Все. В общем. И Хаваж Арчаков, которого никто никогда не видел, только слышали голос. Вокруг личности Хаважа можно строить конспирологические теории. И вдруг это не человек, а искусственный интеллект. Так, все, представился, да, меня тоже коротко Хаваж Арчаков зовут, я буду иногда какую-то фигню говорить. Все, в целом, передаю слова Берду и всем остальным ребятам. Кто Берди? Так, меня слышно? Да. Хаваж, ты слышишь меня? Да, Где я тебя слышу, я тебя Хаваж слышу. попал у нас из эфира? Я просто микрофон хочу, чтобы звука не было, так вас слышно. Почему-то у меня интернет сейчас резко стал слабым, и у меня обрывается все. Это специально нас дудосит. Хаваж, лучше ты продолжай говорить, потому что у меня связь очень слабая стала. Видимо, кто-то торренты качает у нас в офисе. Хорошо, тогда, наверное, постараюсь. В общем, сегодня мы будем обсуждать про код будущего. Постараемся на какие-то вопросы ответить. Скорее всего, не на все, но на какие-то общие вопросы ответить. И если у вас будут вопросы в чате, может быть, я не знаю, мы на них ответим, а может быть и нет. Итак, наверное, передам слово Адаму Бадиеву, основателю, скажем, кода будущего. Наверное, он представится, расскажет коротко о себе, о том, что и как код будущего, и как он, наверное, появился. Думаю, вообще в целом, как эта идея появилась. Саламу алейкум.
Так, ну, Халаз меня представил. Я, правда, по дальнейшим своим титулам не столько основатель кода будущего в республике, сколько мы с командой стояли просто у истоков реализации этого проекта. Он появился в прошлом году и направлен на обучение бесплатно школьников программированию. Где-то в сентябре 2020 года, 2022 года мы начали им заниматься, и вот с этого момента он, собственно, и реализуется по всей стране. Как я сказал, направлено на обучение программированию школьников с 8 по 11 класс. Есть различные форматы, офлайн, онлайн, есть различные провайдеры, с несколькими из них мы работаем. Некоторые присутствуют в определенных форматах только офлайн, есть те, которые присутствуют только в онлайне, но список их можно видеть на госуслугах, когда заходишь по проекту. И у меня ощущение, что про этот проект все должны знать уже поскольку сколько мы с ним работаем, настолько он въелся в наше существо, мы уже год посвятили этому, но я понимаю, что для многих, даже наших слушателей, наверное, вообще ни о чем не говорит это словосочетание. Поэтому кратко, это запущенные курсы офлайна, конкретно, если говорить о нашей реализации. Мы с сентября прошлого года связались с Министерством образования, связались с Минцифрой России и с их федеральным оператором, подведомственным учреждением. Оно называется Университет 2035. И вот этот университет, у него задача реализации и создания кадрового потенциала в области информационных технологий во всей России. То есть им нужно к 2035 году создать крепкий информационный кластер по направлению максимально широкого охвата, и для этого они реализуют те или иные проекты. Некоторые из них, наверное, знакомы ребятам, которые проходили курсы через госуслуги, цифровые профессии, было содействие занятости. Ну и вот, собственно, запустили направление для школьников «Код будущего» в прошлом году. Мы получили информацию о том, что это пилотный проект, и на тот момент никто с ним работать еще не умел. Это все делалось в попыхах. Получив эту информацию от федерального оператора, мы сделали запрос провайдеров, кто какие условия способен предложить в этом направлении. И уже от этого отталкиваясь, создали свою уникальную региональную конструкцию образовательную, которая должна была нивелировать те недостатки, которые есть в программе, и максимально эффективно использовать те преимущества, которые в ней есть. Поэтому мы выбрали к сотрудничеству. В прошлом году это было мобильное электронное образование, потом к этому добавилось в этом году 1С образование, и реализовывали офлайн-курсы на территории региона. Ну, дети, тьюторы и сотрудники, которые были в это вовлечены, они уже имеют исчерпывающее представление об этом. А для тех, кто никак не сталкивался, расскажу просто про механизм. Дети проходили в своих же школах курсы, приходили преподаватели по направлениям. Мы работали конкретно по веб-разработке, и их учили делать сайты. Знаю, что загруженность детей, их и так плотный образовательный процесс и наличие не всегда в школах материально-технической базы, доступа к интернету, еще чего-то, мы начали придумывать различные вариации повышения мотивации школьников к обучению и надстроили вот над этой системой такие вещи, как хакатон, который проводился дважды, в феврале и в июле этого года. Систему мотивации через призы, запустили валюту игровую, хаккоины, которые не получали за различные достижения, либо посещение занятий, решение задач. И вот сумма этих внедренных методик, она длинная, все не перечислить, была признана федеральным оператором как одна из лучших образовательных методик по вовлечению школьников, потому что не все додумались это сделать. Какой был расчет на вовлечение детей в начале, то, что получилось в итоге, у федерального оператора расходилось с их прогнозом,
Поэтому наш регион смог быстро войти в проект, быстро допилить его до того уровня, чтобы он был привлекательным для школьников, и за что они нам прислали, собственно говоря, благодарность, пригласили нас для тиражирования опыта в другие регионы, и многие другие провайдеры и операторы этих проектов начали использовать эти методики, за что нас отдельно как регион тоже поблагодарили. В общем, вот что из себя это представляет. Год прошлый, 2022-2023 завершен, сейчас должен начаться 2023-2024, но в этом году мы с проектом, скорее всего, работать, не скорее всего, а точно уже работать не будем. Я думаю, в течение сегодняшнего обсуждения мы разберем другие интересные вариации в области информационных технологий, которые можно реализовывать помимо этого. Так что вот. У меня вот такой вопрос. Изначально вообще откуда пришла эта идея и как вы заходили на контакт со школьниками, с учителями и так далее? Просто в моей голове довольно-таки масштабный проект и мало имею представления, как вообще можно его реализовать с нуля. Да, когда мы начинали это для многих это, когда я обрисовывал план и масштаб того, как это будет реализовываться, казалось несбыточным и даже для наших московских партнеров смешным, когда я говорил, что мы можем вовлечь определенное количество детей, что мы можем сделать то-то и это-то. Они в это не верили, потому что у них свое представление о регионе, свое представление о интересах населения в нем, и оно довольно типично, стереотипичное такое, штамповое, и никто не ожидал того, что мы сможем это сделать. На тот момент у нас команда была небольшая, порядка 10 человек, которые непосредственно работали в компании. Интерес у нас к этому развитию был. Мы еще задолго до появления этого проекта обсуждали, что было бы хорошо что-нибудь такое, что затронет систему образования в масштабе. Это мы еще с Хаважем обсуждали. В общем, запрос на наличие такого проекта был. То есть мы просто ждали подходящего момента и планировали это делать в гораздо меньших масштабах, но сами. То есть на какой-нибудь отдельной школе, либо с отдельным количеством детей мы хотели зайти в систему образования и посмотреть, как откликается молодежь на это, насколько она заинтересовывается этим, потому что мы вообще обсуждали все это в ключе объявления IT-образования национальной идеей, то есть как области, которая дала бы самый большой буст как экономике, так и социально-политическому развитию у нас, то, что можно было бы предложить как альтернативу другим вариациям, которым у региона нету преимуществ. Допустим, какие-то требующие больших капитальных затрат области, IT могло бы выступить и должно выступить, иншаллах, в будущем отличной альтернативой, при которой при небольших затратах будет очень большой отклик в занятости населения, а у нас, как известно, проблема все время с безработицей. В общем, учитывая и ментальные наши особенности, и отдельные преимущества, которые есть у информационных технологий, мы решили, что было бы круто, если бы кто-то запустил эту идею как предложение национального развития. И на этой почве мы были готовы к этому, разговоры эти шли, и независимо и от нас, и даже не мы их начинали, очень много отдельно взятых вовлеченных людей говорили об одном и том же, что это прекрасная перспектива, что есть замечательная комьюнити, сложившаяся в регионе именно в этом направлении, без чьих бы то ни было усилий. То есть, как пример самоорганизации, чего нету у других отраслей. В общем, многие признаки говорили о том, что эта именно отрасль может дать какой-то кратный рост при небольших усилиях, что, в принципе, подтвердилось даже теми небольшими экспериментами, которые мы провели. И вот этот проект хорошо ложился на идею апгрейда национальной системы образования в сторону информационных технологий. То есть он был прям прописан под это, о чем мы и поговорили с Министерством цифры российским и с федеральным оператором, они с этим согласились, но скептически отнеслись к тем результатам, которые, как нам казалось, мы должны сделать. Работу начали с того, что сначала
пытались использовать каналы, которые есть и существуют в вертикали образования. Это вот механизм посредством управления, министерства и прочего, доведения информации. Но с этим было сложно, потому что информация искажалась, контакт был неоднозначный, не всегда нас понимали правильно, в ключе именно административного распоряжения, которое исходит сверху, и мы начали действовать горизонтально, непосредственно с школьниками, непосредственно с учителями, с их родителями, прорабатывать посредством внимания и вовлечения. Но опять же, это было огромное недоверие, потому что если мы приходили и говорили, что сделаем то-то, то-то, разыграем такие-то деньги, подарим такие-то призы, таких-то ребят куда-то отвезем, все будет вот так, никто этому не верил, потому что не так много примеров, чтобы все это вот сбывалось, не всегда получается исполнить все то, что планируется на заре какого-либо проекта. Но мы упорствовали, в итоге вот этот вот кредит доверия был предоставлен, мы его, собственно говоря, оправдали, все обещания относительно этого выполнили, от тех, которые мне известно. И с момента, как мы начали исполнять то, что обещали, то уже гораздо больше стало положительного внимания как к проекту, так и к нашей команде. Таким образом, одно за другое, и вовлеклось много детей. Допустим, в этом году уже виден кратный рост интереса к направлению информационных технологий среди школьников. То есть если в прошлом году можно было зайти и найти там, 5 человек из 20, то сейчас, наоборот, можно найти 15 человек из 20 заинтересованных в информационных технологиях, потому что они уже более или менее пригляделись к этой отрасли посредством, в том числе, тех механизмов, которые мы внедрили. В общем, диалог. Мы приходили. Ты сказал, мы приходили, вы прям по школам ходили? Да, приходили в школы, в классы, разговаривали с детьми, разговаривали с преподавателями. Есть огромное количество даже в системе образования у нас людей, болеющих за это, готовых поддержать все это своим временем, своим вниманием. Но вопрос у нас огромный всегда в доверии. То есть система образования, она очень недоверчиво относится к любой вновь явленной какой-то механике, и это приходится преодолевать, убеждать людей. То есть на самом начале это было очень тяжело, потому что у нас не было никаких доказательств того, что мы что-то сделаем. Сейчас, когда они есть, гораздо проще сослаться на это, но в любом случае у нас общая, наверное, национальная черта не особо верить в большие обещания на данном этапе, поэтому это приходилось преодолевать. Ну и в том числе поддержка, да. Какой у вас рекорд? За день сколько людей зарегистрировали? Блин, вот 3 дня мы собирали заявки на этот год. К сожалению, это не получилось провести саму регистрацию в связи с исчерпанием квоты, но за 3 дня изъявили желание записаться на курсы 3000 человек. 3000 человек за 3 дня в 60 школах добровольных заявок. Это прекрасный результат. Я думаю, если кто-то еще сомневается насчет того, что информационные технологии и развитие системы образования в этом ключе наиболее перспективны и востребованы, то эти цифры могут дать статистическое подтверждение с понятным уже пулом данных, да, с кем работать, как работать. Поэтому такой момент. Еще такой момент был. Помню, ты говорил, что теперь, если раньше школы, когда приходил код будущего, откликалось мало детей, то сейчас уже ты говорил, что намного больше откликов, и дети более заинтересованы. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, я думаю, что неминуемо в воздухе виснет тот отличающийся от всех отраслей рост, который показывает IT в регионе. То есть я уверен, что ни одна другая отрасль не может похвастаться теми преимуществами, которые в этом направлении есть. И в первую очередь это, я считаю, что наличие, то, что я сказал, комьюнити. То есть есть определенное количество людей в республике, которые самостоятельно пришли к определенным успехам, у которых можно перенимать опыт, они готовы им делиться, они формируют вот это вот сообщество, и ни одна другая отрасль этого не демонстрирует. Это первое. Второе, то, что
вот в регионе запускаются крупные проекты из этого же направления информационных технологий, и другие отрасли, опять же, не демонстрируют этого. Помимо этого, я все перечисляю те, которые не являются следствием нашей работы, они просто демонстрируются самой средой. Из тех, что проработали мы принесли в систему образования, старались, по крайней мере, приносить, и есть признаки, что это получилось, другую систему мотивации. То есть мы пытались привить им другие ценности и не заманивать их обещанием каких-то будущих перспектив, а дать им понятную мотивацию сегодняшнего дня, где вот интересные им мероприятия, интересные им механизмы должны были вызвать у них отклик немедленно. То есть у детей очень короткие прогнозы, они за редким исключением только мыслят на долгосрок, и когда ты предлагаешь интересную механику внутри года, они откликаются гораздо быстрее. И вот именно пример прошлого года и ссылка на него позволял вовлечь детей в этом году, потому что они находили этот опыт интересным. То есть им нравилось то, что мы проводили, и им хотелось участвовать в этом году, и оно планировалось еще более масштабным, поэтому вовлечь детей было проще. А что касается, допустим, администрации школ, то изначально нас воспринимали как людей, которые принесли дополнительную работу и ничего кроме, что им сейчас придется что-то делать, и так работы много, а теперь еще с этим возиться, то сейчас, зная, что мы не нагружаем никого дополнительной работой, выполняем ее практически сами, либо с привлеченными с их стороны специалистами с отдельным заработным фондом, то это отношение изменилось. И многие представители администрации школ уже гораздо теплее и как-то воспринимали нас радушнее, чем в прошлом году, когда мы были одними из многих предлагающих какой-то непонятный кейс усложнения их существования. Можешь рассказать, что сейчас вообще с кодом будущего, что происходит вообще? Мы, собственно, с прошлого месяца некоторое время выпали из процесса с конца августа до числа 23 сентября в связи с тем, что у нас были некоторые сложности с коммуникацией с профильными ведомствами, и мы не могли скоординировать этот процесс так, как считали правильным, поэтому мы пропустили большой промежуток регистрации. То есть механика образовательного проекта такова, что с 1 по 30 сентября идет регистрация, и только с этими детьми можно проводить работу дальше, потому что дальнейший набор предполагает разницу в времени запуска, разницу подачи и усвоения программы, а это неприемлемо. Поэтому, хотя в прошлом году мы обучали детей, которые подключались и после, и несмотря на то, что они не попадали в программу и не входили в наше соглашение, мы все равно допускали их. Но для того, чтобы это происходило, нужно привлечь определенный пул детей, какую-то критическую массу именно через программу. И мы не успели ее набрать, квота исчерпалась, она выделена федерально на всю Россию, и там порядка 140 тысяч детей, плюс 60 тысяч даже при увеличении этой квоты, она была повышена в связи с увеличившимся интересом. Мы не попали в эту квоту, потому что мы начали очень поздно работу. 23 числа мы запустились, за 3 дня набрали эти 3000 заявок, и в связи с тем, что процесс регистрации не прощает ошибок на таком коротком промежутке, там на отзыв заявления, на подачу нового, там 10 дней разницы, у нас этого не было. Мы очень осторожно ввели саму регистрацию, там много подводных камней, и пока мы вырабатывали систему правильного подключения детей без ошибок, квота, собственно говоря, исчерпалась, хотя расчет на то, что у нас была надежда, что мы успеем все это сделать. В общем, набрать этот пул детей мне представилось возможным, и 3000 заявок остались необработанными. Некоторые успели что-то подать, но маловероятно, что их зачислит федеральный оператор, потому что там свой контроль и своя норма приемки. К сожалению, Насколько я помню, можем, да? Насколько я помню, там на 2 дня неожиданно раньше закрылась. Да, еще за 2 дня до она исчерпалась. То есть мы знали, что есть определенный риск, что это сработает, но мы со своей стороны получили подтверждение, что этого хватит, то есть времени дадут, но этот риск все равно сработал. Со своей стороны мы его проверили, попытались подстраховаться, но
Он сработал независимо от нас, и для нас это было такой же новостью, как и для большинства детей. Нас буквально уведомили в четверг вечером, а должна была регистрация идти до субботы ночью. Но ничего сделать было нельзя, мы делали запросы, пытались это как-то реанимировать, открыть, сделать окно, чуть ли не какие-то подключить региональные власти к тому, чтобы сделать этот запрос. Но в масштабах страны такой крупный проект из-за регионального какого-то недостатка открыть невозможно. Ну, в целом это и по стране много желающих осталось, я думаю, но в регионе у нас осталось очень много относительно количества населения. То есть 20 тысяч человек профильно подходящих, 3 тысячи из них желающие, и вот они не попали, это жаль. У нас представлен в регионе другой провайдер, который сейчас реализует по данному проекту образовательный вот этот механизм. С ними мы контактировали несколько раз на протяжении месяца, но это не та механика, которую построили мы, не то, что входит в соглашение наши, и не то, за что мы сможем впоследствии отвечать и распорядиться чем, чтобы привлечь детей. То есть мы не имеем доступа к управлению этим механизмом, поэтому нашим исполнением уже завершен. Можно еще такой момент, отходя от этой темы, хотелось бы кое-что обсудить касательно вообще достижений того, что удалось сделать коду будущему за вот относительно небольшой промежуток времени, тем более для Ингушетии. Я, если позволите, добавлю. Со стороны видно, что это не только образовательный проект, а вот проект, который еще и популяризирует IT в Ингушетии. Именно вот эту работу вы очень хорошо проводите, популяризация. Вот я хотел уточнить. Вокруг кода будущего образовалось какое-то собственное IT-комьюнити, и вы притягивали детей, молодежь как магнит. И вот как появился код будущего в интернете, активность спала, потому что мы все расслабились. Вы нашу работу за нас уже делали. Мы уже собрались на пенсию пойти, я думал, на берегу моря хижину купить и там старость свою там провести. Тут еще стоит добавить такой момент, что одно дело, что они собрали реально хорошее комьюнити, именно айтишников. С другой стороны, они открыли очень много, скажем, хорошо, там мест 30-40 точно было, оплачиваемой стажировки. То есть просто вдумайся, приходят ребята, которые практически не знают даже программирования. То есть я когда вот видел, кого нанимал код будущего, думал, блин, что они делают? Кого вообще они нанимают? Я вообще не верил в это, вот абсолютно думал, типа... Что пьет их кадровик, да? Что? Бухгалтер смеется. Я хочу приняться, мне все-таки пора встать. Что-то не так, я думал. И к большому удивлению для Ингушетии, просто вдумайся, что они, во-первых, обучили нулевых ребят программированию, не просто обучили, еще сделали так, чтобы они обучали школьников, ходили по школам, обучали еще там детей. И плюс ко всему, это все еще было оплачиваемое. Я, по крайней мере, в Ингушетии пока не помню такого места, даже не слышал о таком месте, как в случае с код будущим. То есть это огромное достижение. По первому вопросу я отвечу чуть позже, а по кульбитам нашей кадровой политики, наверное, прокомментирует Руслан. Я что-то тут сидел и думаю, где я тут залезу вообще, что я могу сказать, комментировать. Но вот эти ребята, это была моя головная боль, и хотелось Марата процитировать. Там реально были люди, которые не просто практически не знают, там были люди, которые случайно вообще оказались, буквально случайно. Там был парень, он, правда, вылетел после первого месяца сразу же, который сформулировал ответ на вопрос, зачем ты сюда записался, так что, я думал на стройке пойти работать, но зимой на стройке работать холодно, вот, поэтому я пошел сюда, платят примерно одинаково в целом, да. Но вообще, это была классная идея со стажировкой, хотя я тогда был с этим категорически не согласен, особенно был не согласен с теми критериями отбора, которые там ставились, потому что слишком легко туда было попасть.
По-моему, мы даже взяли вообще всех. Если я правильно помню, у нас не было никакого отбора. Мы взяли всех, кто вообще хоть какое-то желание изъявил. Нет, его проводил Артур, ты просто его не заметил. Ну, наверное, дневал, ночевал, и ты не видел тех, кого не отобрал Артур. Слушай, я не уверен, что вообще кто-то хотел бы видеть тех, кого Артур не отобрал, потому что я помню тех, кого он отобрал. Вот. И вообще, на самом деле, прям абсолютно нулевые ребята там не прошли, все-таки какой-то интерес, что-то у них изначально было, у тех, кто остался. И там были очень классные вот прям парни, которые приходишь и думаешь, что вот это фаворит, он точно останется, но в итоге он вылетал там через месяц, через два, и он вылетал либо... Ну, как правило, это было из-за отношения. Вот я помню, что у нас была проблема с дисциплиной, когда человек не понимает условно, что ему платят просто за то, что он, а для этого ну, достаточно сидеть, нормально себя вести. А во-вторых, у них проблема была вот с работой, когда мы занятия просили проводить, как бы пробные для, как будто бы для детей. Очень, очень плохо у них получалось именно с занятиями. А скажи, какой в итоге штат был, скажем так, пиковый? Сколько людей у вас работало? Давай я скажу. У нас из того, что перечислил Руслан, ну, по поводу стажеров, что касается, у нас задача стояла более широкая. Когда мы это запланировали, мы сначала рассчитывали, что наберется много людей, которые смогут это преподавать. То есть мы пошли сначала к преподавателям информатики и начали работать с преподавателем информатики. Это сотни людей буквально. И оказалось, что это не тот путь. То есть преподаватели информатики не способны на должном уровне преподавать программирование, и та же молодежь, которая действительно этим заинтересовывается, может это дать на более высоком уровне. Не в обиду преподавателям информатики, просто среди них есть действительно ребята, которые правильно занимают свое место и дают действительно стоящие знания, но в большинстве своем это вот ФГОСовские стандарты, безнадежно устаревшие. Они про действительное программирование имеют опосредованное представление. Поэтому мы, когда набирали, решили, что мы наберем всех, кто придет, то есть всех, кто сможет попасть на стажировку, придет по заинтересованности в процессе, то есть они могут быть абсолютно нулевые, но лишь бы они были заинтересованы в процессе и действительно хотели работать над совершенствоваться в этом пути. И мы сделали эту стажировку оплачиваемой, потому что мы понимали, что человеку, в ингушском обществе у нас, если человек хочет, не будучи вообще сведущим в этой области, куда-то пойти и потратить, допустим, 3 месяца на обучение чему-то, он должен это дома как-то обосновать. Допустим, если это молодой человек, ему нужно как-то дома объяснить, что он сейчас собирается потратить 3 месяца и пока обосновать на что, и все это будет бесплатно. Поэтому мы первые вот эти стажировочные обязательно оплачивали, чтобы они получили карт-бланш, грубо говоря, даже от домашних, и успокоили сами себя, что они уже могут себя полностью этому процессу посвятить. И таким образом мы добились этого вовлечения, пришли те люди, которые не решались поменять что-то в жизни и пойти учиться чему-то с нуля, зная, что надо как-то кормить себя, и лучше, возможно, он пойдет куда-то работать, но там хоть какая-то копеечка ему будет на существование, и отложит он эту большую мечту на потом. Поэтому это сработало, люди пришли, мы начали их обучать, некоторые из них, собственно говоря, вообще замечательные получили специалисты, они сразу перешли в коммерческую разработку. Те ребята, у нас план был в том, чтобы они все были на каком-то проекте задействованы. То есть, чтобы у них был именно хоть какой-нибудь опыт коммерческой разработки, чтобы они хоть какую-то актуальность дали по знаниям детям, а того уровня, что у них было вполне достаточно, чтобы вовлечь. Конечно, задачи сделать из школьников программистов за столь короткий срок не стояло, это невозможно. При наличии у них своей текущей нагрузки по школе, по урокам. И главное было вовлечь, как сказал Берт, чтобы у них появился интерес к обучению дальнейшему, потому что история про IT – это, насколько я понимаю, это история про дисциплину, способность контролировать свое время, набирать свои навыки и самому следить за тем, чтобы ты рос в этой профессии. Но пока мы могли этот вход обеспечить, мы его обеспечивали, дальше, конечно, наступает время самого человека, чтобы он в это вовлекся.
Поэтому вся задача наша сводилась к тому, чтобы поднять градус интереса детей, дать им необходимые навыки, которые привяжут их к этой профессии, дадут им ощутить первые свои шаги, какую-то причастность к этому, поверить в свои силы и пойти дальше. Ну, многие ребята так дальше и пошли. Как из числа стажеров, так и из числа детей, школьников. А что касается педагогического состава, у нас и сейчас очень мало педагогов. Это катастрофический дефицит, и это не только в информатике, там, в программировании, а вообще все, что касается точных наук. И это на самом деле большая беда. И речь уже идет о том, чтобы как-то оптимизировать уроки вот этих по точным наукам, по математике, по информатике, чтобы их ввели в системе по сетевой форме, в формате вебинаров. Настолько у нас не хватает преподавателей. И у нас был масштабный план по тому, как это все решить. Планировалось в этом году поднять ставку информатика за счет субсидирования от нашей компании до 50 тысяч рублей, чтобы она была привлекательной для человека, и он мог хотеть туда попасть, то есть для молодого человека. И это нужно было совместить с профессиональной переподготовкой и их прохождением аттестации. Но это отложилось пока на неопределенный срок. Но без этого я уверен, что мы не поменяем систему среднего общего образования, пока мы не сделаем привлекательной эту должность, вообще не только эту, но любую касательно точных наук, потому что если парень сведущий в этом направлении, у него есть и другие перспективы, кроме школьных. Либо они находятся на каких-то космических совмещениях, чтобы создать себе этот заработный фонд, их обеспечивающий. Но это всегда история про потери. И первого вопроса, но отвечу на какой-то другой последующий таким образом. А касательно первого, что спросил Хаваш, какие были цифры, более 1500 детей мы прошли через эту систему обучения, там сотни команд участвовало в хакатоне, там в первом 10 призовых мест, во втором 20 призовых мест, в каждой команде по 5-7 человек. Они делали сайты по заданию, разыграли призовые фонды порядка до 6 миллионов. Общие призовые фонды составили это по миллиону на первом и 1 200 000 на втором. Денежные призовые фонды и те, которые они закупали за хаккоины, тоже за какую-то активность и участие в каких-то конкурсах. Помимо этого были выезды в другие регионы. В общем, из положительного есть много цифр, которыми можно подтвердить нашу теорию о том, что эта отрасль может стать ключевой. Но в этом году, к сожалению, с нашей стороны этого не получится. Я думаю, можно будет подумать об этом через год. Или найдется кто-то, кто сделает просто на опыте нашем. Мы готовы передавать. Может, поговорим про хакатон, который вы организовали? Я когда увидел это мероприятие, я сначала не понял, я не поверил, что это у нас в Ингушетии происходит настолько масштабное мероприятие. Как вам вообще удалось это организовать? Первый делался буквально на импровизации, потому что мы знали, что нужно... В общем, когда мы пришли в школу и поняли одну истину, которая не совсем понятна была организаторам проекта, то, что у детей вполне достаточно в жизни бесплатного образования. То есть у них весь день забит бесплатным образованием школьным. И представить себе ценность какого-то отдельного образования, сложно ее донести до человека, который еще не оставался там ненужным, да, на рынке труда, а для того, чтобы отличить одну отрасль от другой настолько кардинально, чтобы ущерб чему-то тратить на нее время. Поэтому мы зашли с точки зрения их мотивации. А у ребенка это призы, это признание, да и у взрослого, наверное, в некотором ключе. Это признание, это соревновательный дух, то есть конкурсное применение знаний где-то. Да, вот чтобы они могли показать себя, посоревноваться, то есть интересны им какие-то игровые механики. И тогда мы решили, что должен быть конкурс, большой красивый конкурс с очень хорошим призом, за которым интересно посостязаться и
придумали этот хакатон. Но в силу того, что задача у нас была не исключительно продуктовая, то есть обычно хакатоны делают в том ключе, что вот разработка заказчику, да, чего-то конкретного. У нас такой задачи не было. У нас была задача вовлечь в этот механизм и выработать у них и поддержать те навыки, которые им впоследствии в этой отрасли пригодятся. Поэтому мы его скомбинировали в квест-хакатон. То есть ты попадал в итоге в разработку, но до этого ты должен был продемонстрировать другие навыки, которые тебе в этом ключе пригодятся. Это была и дисциплина посещения этих занятий, это было решение каких-то задач на креативность, за которые они набирали вот эти хаккоины, которые по бальной системе суммировались у команд, и таким образом фавориты попадали на хакатон, где уже шло просто программирование. Ну, опять же, с поправкой на навыки этих школьников, с поправкой на их уровень и объем знаний. И вот таким образом мы решили сделать единый механизм от входа в обучение до итога, чтобы это все время куда-то шло, и сегодняшнее усилие сказывалось на конечном результате, который уже есть на обозримом горизонте. Вот они собирались, за это укомплектовывались в команды, проходили какие-то занятия, сдавали какие-то задания и в сумме своей набирали эти баллы, которые позволяли им туда попасть. По итогу они разыгрывали приз и выходили там с призовой. А вот сколько детей там у вас было? Я смотрел на картинке, это очень много людей. Да, вот на предварительном этапе, то есть там было 3 трека. Первый был дисциплина, где они демонстрировали способность к соблюдению, собственно говоря, механики проекта. Там чисто вот укомплектованных команд на второй трек, которые перешли, было порядка 100. И это было порядка 800 человек. То есть те, которые... Неужели все эти 100 человек, у них есть какая-то база? Ну, в итоге они оказывалось таким образом, что вот те, которые дошли до конца, сейчас их было по 5-7 человек, в итоге 20 команд дошло до финала, вот на последнем из них вот эти 100 с лишним человек, у них имелись у большинства предварительные навыки для освоения этого, но всегда в команде присутствовало несколько человек, которые были сильны в том или ином направлении. Либо 1, либо 2, либо 3. Кто-то мог с дизайном помочь. То есть мы пытались воспитать в них именно распределение этих обязанностей. Чтобы кто-то был руководящим, как проект-менеджером, кто-то отвечал за копирайт, за наполнение, за дизайн, за программирование непосредственное. В общем, таким образом складывалось все, они Или дом. Почему же? Он бы затоксичил бы всех их. А он так затоксичил, он претензий сколько, да? Умер что-то очень сильно, помехи какие-то. Такой интересный момент. Я сейчас вспомнил, пока обсуждалась эта тема. Я помню, что когда вот этот хакатон проходил, по-моему, точно могу ошибаться в некоторых местах, но, по-моему, когда вот этот хакатон проходил, там была такая ситуация, что школьники, которые знали немножко программирование, создавали сайт. Не помню для чего, для кого, но я помню, что среди них как и девочки, так и мальчики были, которые создавали сайт, и причем сайты были такие, что на удивление казалось бы, что их создавали какие-то опытные программисты. Да, там были прям и толковые ребята. Вот на первом делали сайт Федерации спортивного программирования на хакатоне, а на втором делали сайт Общественного совета по цифровому развитию. Ну, в общем, тематические сайты у них получались. И вот те ребята, которые поучаствовали в хакатоне, уже однозначно выбрали себе образовательную траекторию по IT. Но вот это уже точный результат деятельности в виде этих ребят, которые выбрали это направление, почувствовали свои силы, уже поучаствовали в чем-то чисто по этому и планируют дальше двигаться. Финал, насколько я помню, проходил в Дворце спорта. Скоро у нас, иншаллах, появится Дворец IT, и не придется теснить спортсменов. Напомни, какой там был призовой фонд? Ну, в последнем был суммарный 1 200 000. Команда-победитель получала, ну там распределен фонд, то есть сама команда получает, их IT-клуб получает, и
ментор, ну, собственно, наставник и тьютор, то есть вот этот вот распределенный фонд. Мы увеличили количество призовых мест, потому что мы увеличили количество конкурсантов, и чтобы от этого шансы у участников не падали, мы увеличили количество призовых мест. Их стало, 5 было в прошлом году, в этом году было 10 из 20 команд. А во Дворце спорта, да, на самом деле очень удобно. Да, единственная, наверное, подходящая для масштабного такого мероприятия локация вот Дворец спорта. Единственное, там все время проблемы с климатическими условиями. Зимой там было холодно, а вот летом было жарко. И надо проводить что-то осенью. Скажи, я правильно понял, что хакатон это была лично ваша инициатива, а не часть этой федеральной программы? Да, нет, ничего из этого, не часть федеральной программы. В федеральной программы не входит никакая мотивация для детей. То есть в этом и было, собственно говоря, тот недочет, который в ней изначально в пилоте был, который мы углядели и пытались нивелировать своими усилиями, что, собственно, и заметили федеральные операторы, и что и просили нас протранслировать на другие регионы. В саму программу не зашито никакой мотивации для детей вообще. То есть там есть только вот оказание образовательных услуг, и вот преподаватель, если пришел и преподал, то на этом все и заканчивается. Все остальное сделано исключительно инициатива региона, инициатива нас и то, что мы придумали и внедрили. Там больше нет ничего. Я общался еще с учителем информатики, который участвовал как раз в вашей программе. Он рассказывал, во-первых, он рассказывал, что в учительских классах, точнее, чатах было недопонимание в связи с вашим уходом и, скажем так, грустный накал. А во-вторых, он рассказывал про как раз-таки мотивации, которые вы предоставляли. Он говорил, что вы, по-моему, пиццы на уроки присылали. Да, мы пытались сделать это максимально, чтобы у них создавалось впечатление выхода из привычной какой-то реальности. Мы сделали все это механизм, чтобы просто обеспечить им хорошее времяпрепровождение, чтобы урок был в том числе и досугом для них, что вот было интересно идти туда во всех смыслах. Ну, ребенку интересно покушать пиццу в перерыве между занятиями, школьнику, и вот мы это обеспечивали, чтобы они могли не отвлекаться на это и не ходить домой, либо не сидеть голодные. Ну, вот такие мелочи, по сути своей, для взрослого это ни о чем не говорит, но для школьника это может стать каким-то событием, которое создает положительный ореол вокруг самого механизма, и мы как раз его хотели создать вокруг информационных технологий, и во многом получилось то, что срастить их эмоциональное восприятие всего происходящего с чем-то приятным, интересным, куда можно было бы и просто так сходить, не говоря уже о том, чтобы получить от этого какую-то пользу в виде обучения. И другие филиалы сейчас переняли ваш опыт? Да, кстати, вот идею хакатона в том формате, в котором мы его провели, перенял вообще федеральный центр, и именно они обозначили, что потому что вы это сделали, мы провели это на всю Россию. На педагогическом архипелаге всероссийском провели Кубок кода будущего, и они запросили у нас концепцию, и вот по нашей концепции и было это реализовано. Плюс по всем регионам это было также разослано, мы укомплектовали это в виде ТЗ, и вот таким образом оно разошлось. Так что другие регионы переняли это и сработало. Просто вдумайтесь, что кто-то в России решил перенять опыт у Ингушетии. Это, мне кажется, что-то нереальное. А тут сложилось так, что код будущего показал реально результат, удивил всех. По-моему, к вам даже приходил руководитель, да? Который он похвалил вас, насколько я знаю. Да. Как раз на мероприятие приезжал, уехал очень довольный. Да и сейчас предлагают проводить эти мероприятия федеральные. То есть нас пригласили к организации этих мероприятий, но это предполагает выезд, поэтому мы пока на это не пошли. Чтобы мы поехали и где-то еще это организовали в другом, более серьезном масштабе. Но пока это неинтересно в силу того, что надо уезжать всей командой, это неудобно. Но посмотрели это они, и понравилось это. В общем,
Нас даже приглашали для 30 других регионов написать образовательную программу, мы над ней работали. То есть для 30 регионов России предлагали создать укомплектовать весь образовательный механизм, в том числе программу, и реализовывать ее уже за нашим авторством. Но этого, к сожалению, не успелось. Это все про код будущего. А про АИС можешь что-то рассказать? Про АИС. Ну, собственно, в силу того, что мы все ресурсы, которые у нас были, вшили в этот проект, очень немного внутри АИСа осталось того, что тем или иным образом не задевало его, но такие моменты тоже есть. У нас есть студия разработки, несколько команд, которые вели разработку продуктов, в том числе и глубоко специфичных для нашего региона, так и каких-то понятных и привычных. Сейчас, правда, эта работа заморожена в связи с глубокой перестройкой компании. Мы практически сократили штат, и работа по направлениям, в том числе разработки, приостановлена в связи с тем, что нужно время для того, чтобы адаптироваться к текущим реалиям. В силу того, что планировался очень масштабный образовательный именно механизм, все было заточено под это, и перестройка займет время. Сама компания, конечно, предполагает развитие в ключе создания программного обеспечения. То есть это тот непременный рубеж, который мы должны взять, чтобы называться компанией в сфере информационных технологий, потому что без этого сложно владеть этим титулом. Но это уже история про будущие месяца, и на данном этапе работа вся, конечно, на перестройке. Тут такой момент. Трансляция идет уже 52 минуты, думаю, почти уже час, и можно будет постепенно приходить к завершению. Наверное, хотелось бы добавить среди остальных участников, может, кто-то еще хочет спросить относительно, не знаю, других вопросов. Мне бы хотелось бы узнать насчет планов и того, что в итоге с кодом будущим и вообще всю идею. Но если вдруг у кого-то есть вопросы, можем под конец отложить этот вопрос. Там единственное в чате писали, спрашивали, вернетесь ли вы в код будущего. На самом деле надо отметить, что к координации кода будущего мы вернулись, и мы планировали вести эту работу, но это тоже стоит под большим вопросом на данном этапе, и, скорее всего, мы, в принципе, откажемся от этого проекта, потому что у нас нету никакой работы в поле, то есть с самими детьми у нас нету контакта. У нас осталась региональная вот эта вот механика по взаимодействию и с федеральным центром, но она предполагает понимание того, что происходит в школах, то есть и непосредственное преподавание. А этого у нас нет, поэтому, скорее всего, мы в код будущего не вернемся. В этом году уже точно. Придется это оставить на будущее. Но есть шанс в следующем. Вот, да, он рассчитан на 2025 год в том числе, но туда загадывать далеко. Мы были бы, конечно, рады поработать с этим проектом еще. И я надеюсь, что будут какие-то интересные проекты со школьниками, потому что очень интересная аудитория. Это просто у нас есть золотые дети, золотые подростки, с которыми очень приятно работать, и это энергетически как-то откликается. Но для этого нужны вложения, инвестиции. Мы привлекали за счет московских этих наших партнеров, которые были заинтересованы в услугах нашей компании, в реализации всего этого, да. А сейчас вот эти все бюджеты, они, это затратные, большие масштабные затратные вещи, поэтому к этому будет сложно вернуться на должном уровне, на качестве, на вовлечении. А возвращаться посредственно неинтересно, потому что это все равно безрезультатно будет. Если мы не поддержим должный уровень качества, который хотя бы задали, а он должен расти. То есть качество этого процесса, он только год проработал на самом деле, хотя это команда огромную работу проделала, это была работа 1 года, и планировалось, что это будет оттачиваться и усовершенствоваться, должно было стать еще лучше. Поэтому вернуться на условиях экономии, каких-то
компромиссов нет смысла, потому что это, наоборот, особенно при условии высокого ожидания со стороны школьников, со стороны преподавателей и их родителей, это будет история про то, что все это загнулось и стало хуже, и код будущего уже не тот. Ну, в общем, чтобы такого не было, мы свернули и закрыли пока что для себя эту страницу. По сути, это получается первые ингушские стартапы, такие крупные, над которыми работали целые команды, но которые, к сожалению, пока еще не запущены, заморожены. Да, у нас есть много интересных планов по части образования. На самом деле, тот опыт, который мы наработали сейчас буквально в полевых условиях, можно передать кому-то, кто в этом будет заинтересован. И любой, кто предложит какую-то вариацию этого осуществления, мы к этому открыты и можем продолжить наращивать этот интерес. Но это нужно помнить, что это все требует больших капитальных вложений, если говорить о качестве. Но в плане именно школ, потому что не у всех детей есть компьютеры, не у всех детей есть доступ к интернету, не у всех, ну, вот такие вещи, не у всех у них есть время там выкраивать, перестраивать расписание, нужно обеспечивать, очень сильно нужно подстраиваться под эти механизмы, поэтому пока что так. Понял. Тогда, думаю, в целом, по крайней мере, у меня вопросов нету. Единственное, что бы я хотел добавить, что за то время, пока существовал код будущего, к моему большому удивлению, чего я, честно говоря, не очень ожидал, раскрылось очень много талантливых детей и очень много талантливых ребят, которые хорошо разбираются в программировании. То есть я думал, что у нас довольно мало программистов, которые знают там определенные технологии, там языки программирования. Но реально после того, как код будущего начал собирать стажеров и постепенно из них делать программистов, подключались уже другие люди, которые показывали прям хорошие результаты. Более того, сами школьники, когда я видел, что делали школьники, как я сказал ранее, я думал, это делали взрослые типа программисты, и сами они разрабатывали сайт, но нет. Оказалось, у нас есть и очень талантливые школьники, которые, опять же, код будущего сказали, типа, вот, попробуйте, и ребята такие, вау, а что можно? Плюс еще нам за это будут подарки давать. Это огромная мотивация была для детей. Надеюсь, иншаллах, когда-нибудь, если не код будущего, то, может быть, другой проект проявит такую инициативу и как-то будет продвигать IT в нашей Ингушетии, как это изначально делал код будущего. Вот. На самом деле жалко, что вот такие команды, которые образовываются, как ваша команда, чтобы вообще организовалась такая команда, сплоченная, дружная, это очень большую работу нужно проделать. Нужно какую-то особую атмосферу создать, чтобы люди хотели к вам идти и организовывать такие масштабные проекты. И жалко, что такие инициативы у нас в республике должным образом не поддерживаются, не оказывается поддержка. По сути, то, что вы делаете, то, что вы делали, это то, чем республика может гордиться, перед другими регионами ставить вас пример, показывать вас. То есть жалко, что вот так происходит у нас все. Ну, это, я думаю, что мы запилим что-то свое, иншаллах, как сказал Халаш, чтобы... Я считаю, что назрело, то есть в обществе запрос этот назрел, и для того, чтобы это оформилось в какой-то запрос, собственно, мы и старались. То есть если в каждой семье об этом заговорили, вот мы сейчас об этом говорим, и такие же разговоры будут происходить все чаще, то гораздо больше внимания будет этой отрасли, а когда это суммарное внимание перейдет в какую-то критическую черту, оно оформится в уже возможность, которую сможем реализовать либо мы, либо кто-то еще, либо все мы вместе. Поэтому это хорошая история, которую сейчас мы сможем отоварить в будущем. А по части поддержки того, что очень сложно в существующем механизме встроиться должным образом, потому что мир
слишком быстро меняется, а государственный запрос и государственная машина подстраиваются очень медленно, и это обобщенная проблема. При этом я знаю, что нивелировать ту замедленность, которая существует у государственной машины, может только на месте какой-то толковый человек, который болеет за это. Допустим, у нас в ведомствах порой находятся люди, которые могут сделать так, чтобы эти механизмы двигались быстрее и реализовывались быстрее. В нашем случае это, допустим, была даже Минцифра, Министерство цифры региона. Им большой респект. За самого начала это исключительная поддержка. То есть вот то, что мы приносили, то, с чем мы приходили, это встречало поддержку. Люди, в каждом ведомстве можно найти человека, который способен это изменить при наличии у него понятной ему мотивации, которая откликается тебе и ему. То есть в данном случае для того, чтобы это поменялось, нужно, чтобы в каждом направлении у нас появились такие люди. И у нас это уже появляется, и я думаю, что будет становиться только лучше, иншаллах. Будем делать так, чтобы это шло по этим накатанным рельсам, и этот запрос в итоге оформился в результат. Со своей стороны еще добавил бы, что, во-первых, Аллах ряд Солшин за ту работу, которую проделали. Во-вторых, самое главное, что ваша команда есть, ваша команда никуда не делась, и если не в этот проект, то, иншаллах, по милости Всевышнего, вы направите свою энергию в другой, не менее полезный проект. Самое главное, это люди не безразличные. Да, Все, думаю, наверное, в принципе, вопросы, скорее всего, уже ни у кого не остались. Опять же, тоже Алгаряс Холмасанян, Адам, Руслан и всем организаторам, что подключились. Отдельный респект Коду будущего, всей команде, которые приложили максимальные усилия, чтобы показать результат и уровень, который пока никто, к сожалению, не смог показать в Ингушетии. Но, надеюсь, покажут когда-нибудь. Маснян Аларясхол всем слушателям, всем тем, кто ставил лайки, всем тем, кто смотрел, кто, надеюсь, будет делать репост, а может и не будет делать. Всем баркал. Так что, думаю, можем завершать, если больше некому ничего добавить. Все. Всем ассаламу алейкум. Алейкум. Алейкум ассалам.